Речь же совсем о другом. Мы говорим сегодня о национальных интересах. Я не готов, как абхаз, говорить о каких бы то ни было интересах перед тем, как я не буду говорить об абхазских интересах. Я не готов. И каждый раз нам говорить о том, что мы не учитываем чьих-то интересов, мы их очень серьезно учитываем интересы российской стороны. Мы не можем их не учитывать. Но в рамках наших интересов мы должны соблюдать Конституцию, которая сегодня есть, мы должны соблюдать те нормы, которые там расписаны, и мы должны укреплять суверенитет. Мы суверенитет разбазариваем, мы же это все понимаем. Соответственно, сегодня, если вопрос по Пицунде стоит, завтра действительно поднимутся остальные вопросы. Мы это тоже знаем. И получается, что системы взаимодействия, которые расписаны в Конституции, народа-власти, этого по факту не существует. Раньше власть была другая, приходили другие, якобы люди здесь на эту площадь тоже требовали чего-то, сегодня требуют. Но неужели непонятно, что единоначалие и как я хочу править, никто, ни один уважающий себя абхаз другому не даст и не позволит. Это невозможно. Это противоречит понятию абсуара. Мы люди, которые изначально воспитаны через призму уважения к себе, мы не готовы пресмыкаться перед кем бы то ни было. Вот здесь сегодня на холоде стоит наш народ. Неважно, часть, завтра СМИ придут, скажут, это всего лишь маленькая горстка, и что это только оппозиция. Здесь очень много людей, которые никакого отношения к оппозиции не имеют. Здесь научная интеллигенция, творческая интеллигенция, здесь гражданское общество представлено. Да, здесь и политические организации представлены. Завтра анонимы вылезут, и мы знаем, что они будут писать. Мы же все это проходим каждый день. Ну слушайте, мы абхазы, вот здесь вот тоже наши ребята стоят. Каждый выполняет свой долг. Мы защищаем свои гражданские права. Здесь сегодня это было уже сказано. Мы будем защищать свои гражданские права. Вне зависимости от того, на что мы должны пойти. Если мы будем подходить через призму того, кто сильнее, у нас уже были такие случаи. Все проиграют тогда, никто не будет. Проиграют все, во-первых. Во-вторых, сильнее тот, на чьей стороне правда. И здесь двояко интерпретировать и эту ситуацию, и все остальные вопросы, за которые мы боимся. Это апартаменты, да, это стратегические наши объекты. На стороне тех людей, которые защищают эти интересы, правда. Поэтому давайте, я думаю, что дождемся. Все-таки мы хотим цивилизованно решать этот вопрос. И в рамках цивилизованных решений, вот и мне здесь тоже понравилось предложение, позовем спикера, пусть пообщается со своим народом. Либо пусть откажется от этого общения, мы тоже услышим, наверное, его мнение. Да, вот здесь вот хорошее мнение высказал. Он молодой парень, перспективный, да, наверное, ему есть что нам тоже рассказать. Почему сессия появилась 27 числа, хотя все знали, что есть акция протеста на 28 число, что скрывать. Люди все знали, все в Абхазии знали, что несогласные придут 28 числа. Это элемент жонглирования, на мой взгляд. Я бы тоже с удовольствием задал бы вопрос уважаемому нашему спикеру, почему так произошло, для чего. Сейчас, наверное, все вопросы мы не будем воедино как-то, да, связывать, потому и чья ответственность. Мы понимаем, что ответственность все равно главы государства. Он спускает документы в парламент изначально. А депутаты оказываются в той ситуации, в которой сейчас в том числе оказались. Ну давайте постараемся цивилизованно порешать этот вопрос, дождемся. Надеюсь, что будут какие-то здравые предложения и попросим спикера. Я думаю, Масик, это возможно попросить спикера, Можно спикеру позвонить? Да, чтобы с ним пообщаться. Пригласить его можно? А? Сейчас декан у нас есть, спасибо. Я знаю его хорошо, знаю папу, Вас не пустят. знаю, как он рос, все знаю. Давайте я пойду к нему. Хочу кто-то бабушка, но я спокойно пойду. Я знаю. И я еще раз повторяю, Ленин нас лишил статуса.